Марк Шарипович, рада вас приветствовать в Совете Федерации. Ой, какие цветы потрясающие. Хочу спросить, как дела в республике, как настроение у людей, какие есть проблемы? Знаете, Валерия Ивановна, во-первых, спасибо, что нашли время увидеться. Да, рада. Очень важно проинформировать вас, как председателя Совета Федерации. В целом, республика по всем параметрам, вот в нашей, так сказать, у нас объем, конечно, маленький, но все-таки относительно перспектив и процентном отношении. Сейчас только проходила пленарная сессия, проводил Минэконом и Новак Александр Валентинович. И там я в части докладывал, там по блоку было, докладывали про сельское хозяйство. Хочу довести вас, что нами на сегодняшний день по всем параметрам зерновых, ячмень, овес, зерно, кукуруза, мы их подняли в разы. В разы. Поэтому у нас вообще-то сельскохозяйственная республика в целом, да, ППК. Вот, и доля у нас там где-то 13% от регионального продукта. Да? И кроме того, мы ведь сейчас новый сад черешневый. Да, черешневый. Знаете, ну, Климатические условия позволяют выращивать абсолютно. черешню. У нас же и виноград можно, Волгобекский район. И вот на сегодняшний день, вот в прошлом году, в этом году больше будет, более 120 тонн пока, но они будут расширяться. Ну, понятно, что у нас Кавказ РФ, мы занимаемся, а пока Сунжа, где помидоры, там до 5000, они у нас будут до 20 тысяч тонн. И там, если другие овощи еще, до 30 тысяч тонн доведем. И это реально, то есть это вот все, что мы делаем, это реально. Если это брать сельское хозяйство на сегодняшний день, и вы знаете, я сегодня там довел тоже до сессии всех членов и правительства, у нас единственное на сегодняшний день, как мне говорят, у нас вот эти поросли клубники. У нас было 600 тысяч, это пока Сунжа занимается, голландское производство. И прям вот перед санкциями оборудование завезли. И сегодня у нас этих ростков 1 300 000. В 2026 году будет 2 400 000 будет. Такой понятно, у нас сад гигант есть, да, и у нас инвестор зашел, сейчас до 20 тонн будет выращивать осетровую, форелевое хозяйство, в Жайрасском районе строит. И осетровый тоже, ну, до 80 тонн будет доводить это. То есть я сам возглавляю инвестиционный экономический совет, и у нас около 40 портфелей в очереди. И вот у нас надежные инвесторы, абсолютно, которые не только на словах, на деле все это реализуют.